В Удачном стало традицией ко дню «Шахтера» проводить первенство по мини-футболу на Кубок молодежного отделения партии «Единая Россия». Профессиональных футболистов в городе немного, поэтому в основном играют любители. Турнир проводится в 5-й раз, продолжит Анна Потах. В этом году в Удачном первенство по мини-футболу решили провести в культурно-спортивном комплексе. В этом году на участие в первенстве заявились 6 команд. Команда «Горняк» рудника «Удачный», спортсмены обогатительной фабрики, команда Удачнинского военизированного горно-спасательного взвода, а также сборная малых цехов и молодежка. Дебютантом турнира стала совсем новая команда работников Айхала Удачнинского шахтостроительного управления. Специализированное шахтостроительное управление первый раз участвует в подобном соревновании ко дню «Шахтера» по футболу. И мы очень довольны, что выставили команду. В команде малых цехов играли как молодые игроки, так и бывалые футболисты. Вторая их игра была с шахтостроителями. На первых минутах лидировали новички турнира. Но после выхода на замену Виктора Квитницкого, ветерана футбола, удалось выровнять счет 5-4 в пользу малых цехов. Надо и играть, и техника должна быть, пас должен быть, потому что футбол – это командная игра, это не личная одного человека. В финале столкнулись самые сильные и сыгранные – «Фабрика» и «Горняк». Именно с этих команд начиналось первенство по мини-футболу в Удачном. Однако острой борьбы не получилось. Напряженный матч был лишь первые несколько минут, а дальше мяч не выпускали горняки и одержали победу со счетом 13-2. Таким образом, удача в день «Шахтера» была на стороне горняков. Сегодня праздник День Шахтера. Все-таки на нашей стороне была удача. Благоволила судьба нам победить в этом матче. Переходящий кубок вернулся к шахтерам. Второе место у «Фабрики», а третьей стала команда молодежки. По итогам проведенного первенства организаторы отметили лучших игроков в индивидуальных номинациях. В следующем году первенство проведут на новом спортивном поле в Удачном. Анна Потах, Денис Сиротин, телерадиокомпания «Алмазный край».